В эфире актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. С приходом холодов наступает и сезон гриппа. Как защитить себя от этого заболевания, какие средства есть в арсенале современной медицины и как они сочетаются с вакцинами от коронавируса. Об этом мы сегодня спросим у Марии Демидченко, заведующей амбулаторно-поликлиническим отделением Якутской городской больницы номер 2. Мария Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Как у нас сейчас обстоит ситуация с заболеваемостью гриппом? Ждут ли медики сезонного подъема? Отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. На прошлой неделе, например, было зарегистрировано уже 15 случаев гриппа. Это был грипп типа А, H1N1. Но эпидемический порог обычно повышается чуть позже, в конце ноября, в декабре. Разгар его приходится на январь, на февраль и уже спад в марте. Но бывает, что волна, она приходит чуть пораньше или попозже. То есть в этом году подъем будет примерно в декабре. И каких штаммов ждете в этом году? Да, штаммы определяет Всемирная организация здравоохранения. Она проводит в течение года мониторинг циркулирующих штаммов среди населения. То есть отбираются пробы у населения, и уже после того, как определили, какой штамм в основном циркулирует, преобладает в каком-то регионе, да, допустим, Российской Федерации, и на основании уже этого выпускаются рекомендации, какие именно штаммы должны содержать вакцины. Вот. В этом году у нас на вооружении есть трехвалентная и четырехвалентная вакцина. Трехвалентная – это Совигрипп, она содержит грипп А, штамм H1N1, грипп А, штамм H3N2 и грипп Б. Четырехвалентная – это Ультрикс Квадри, она содержит 4 штамма вируса гриппа. Там уже идет два штамма типа Б. То есть от всех этих штаммов сейчас можно получить прививку? Да, прививку можно получить в своей поликлинике по месту жительства или по месту работы, либо в вакцинальных пунктах. Кому в первую очередь нужно получить прививку от гриппа? Прививкой от гриппа должны быть привиты, конечно же, желательно 60% хотя бы населения, чтобы мы сформировали, так сказать, коллективный иммунитет, чтобы те слои населения, у которых имеются медицинские противопоказания, да, чтобы они были тоже защищены. Вот. И в первую очередь это есть такие декретированные группы, допустим, среди взрослого населения. Взрослого населения – это работники медицинских организаций, организации образования, также это пенсионеры старше 60 лет, это работники социальных учреждений и многофункциональных центров, это работники, работающие вахтовым методом, а также призванные на военную службу, также работники коммунальных организаций, сферы обслуживания, транспорта. И для детского населения это значит показана вакцинация с 6 месяцев. Детей мы вакцинируем с 6 месяцев. И также касается это не организованных детей. Неорганизованных детей также организованных в детские дошкольные учреждения, школьников с 1 по 11 класс, студентов и беременные женщины 2-3 триместра беременности. Расскажите, пожалуйста, чем отличается грипп от ОРВИ? Он вообще опаснее ОРВИ? Какие у него признаки? Грипп – это также острое респираторное заболевание, которое протекает тяжелее, чем ОРВИ. Начинается внезапно с повышения температуры, со слабости. Могут быть мышечные боли, также кашель, насморк, но оно несет в себе опасность в связи с развитием осложнений. То есть осложнения – это чаще всего бронхиты, пневмонии. 40% пневмонии приводит к летальному исходу. При появлении симптомов ни в коем случае заниматься самолечением нельзя, так как это сотрет, во-первых, клиническую картину
и также может и внести какие-то коррективы уже в анализы, в результат анализов. Поэтому если человек заболел, то ему желательно сразу же вызвать врача на дом. И уже- Вернемся к вакцинам. Всех наверняка интересует вопрос, сочетаются ли прививки от гриппа и от COVID-19. Да, мы работаем согласно методических рекомендаций Минздрава. Методическая рекомендация называется «Порядок вакцинации населения против COVID-19». И там регламентируется возможность введения одновременно вакцины против гриппа и вакцины против COVID-19. То есть никакой иммуногенной нагрузки дополнительной она не несет. Это, получается, всего лишь 2 вакцины. Как мы знаем, мы с детства детей прививаем более поливалентными вакцинами. И 3 в одном, и 4 в одном, и 5 в одном, да, пентоксима, например. И здесь бояться не стоит. Также введение 2 вакцин одновременно не несет в себе утяжеления каких-то нежелательных реакций Ну вот поствакцинальных. на днях российские ученые заявили, что прививка от гриппа не только не снижает эффективность вакцины от коронавируса, а еще и усиливает действие гриппозной прививки. Так ли это? Да, это так. Также сейчас в данное время ведутся исследования, да, разработка 2-валентных вакцин, то есть сразу же в ней будут содержаться и штаммы, несколько штаммов против вируса гриппа и против вируса COVID-19. Ну, то есть такая универсальная прививка получается. Да, да. Что еще можно сделать, чтобы обезопасить себя и окружающих от инфекций и заболеваний этой зимой? Во-первых, конечно, нужно не забывать о соблюдении санэпидрежима, то есть не избегать скопления, массового скопления людей, обязательно носить маски, обязательно соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра. Во-первых, и во-вторых, это, конечно, гигиена и здоровый образ жизни, здоровый сон, здоровое питание. А вот после постановки прививки какие меры безопасности нужно принять? После получения вакцины желательно в течение 3 дней не посещать сауны, бани, избегать вообще физических нагрузок. Также следует отказаться от алкоголя в течение 3 дней. Также при появлении каких-то приходящих побочных реакций в виде повышения температуры или гриппоподобных реакций не бояться, не пугаться. Эти побочные явления приходящие, они кратковременные, можно принять жаропонижающие средства и продолжать соблюдать санэпидрежим, так как иммунитет формируется не сразу. Мария Николаевна, в завершении нашего разговора, что бы вы пожелали нашим телезрителям, как себя обезопасить, как дальше жить в такое сложное время в период пандемии? Соблюдать здоровый образ жизни, вести активный образ жизни, физические нагрузки также влияют, здоровые физические нагрузки влияют также на иммунитет, прививаться и соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. Спасибо, что нашли время, пришли к нам и ответили на наши вопросы. Всего доброго, до свидания. А я напомню, о гриппе и его лечении нам рассказала Мария Демидченко, заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением Якутской городской больницы номер 2. Это было актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.